В этих заботливых руках самое дорогое, что есть у нас – наши дети. Какими вырастут эти малыши, зависит во многом от их работы, их внимания, доброты и терпения. В Сибае функционирует 16 дошкольных образовательных учреждений, в каждом из которых трудится более полусотни воспитателей, логопедов, психологов и технического персонала. Именно они сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День работников дошкольного образования. Великолепный, сплоченный, знающий глубоко свое дело коллектив. С традициями, с десятилетними, с многолетними. Очень много у нас педагогов, которые на нынешний день являются ветеранами педагогического труда. В такой праздничный день хочется их отдельно поздравить. Наш основной костяк – это сложившийся коллектив. Люди, глубоко любящие свою профессию, знающие свое дело. Особенно радует, что приходит молодежь. Молодежь приходит яркая, творческая, подающая надежду. Мы уверены, что передадим свое дело в надежные руки, знающие, компетентные. Детский сад «Белочка» в минувшем году отметил свое 30-летие. За это время в дошкольном учреждении произошло немало изменений. От преемственности поколений воспитателей до введения инноваций в образовательный процесс. Что касается первого, то, как признаются сами воспитатели, в профессию они пришли по призванию. В течение 5 лет в основном мне приходилось работать в группах раннего возраста. И хочу отметить то, что они мне очень близки, именно группа раннего возраста. Я их люблю, они ко мне тянутся, любовь к детям. Вот. И каждому я применяю индивидуальный подход. Но это дети не сами непредсказуемые. Трудности, они как бы в любой ситуации возникают. Но уметь находить свои ключики обязательно надо уметь. Лично я, когда устроилась на работу, для меня было трудно их не плачь. Потому что детки маленькие, они не знала, как их поступить. И надо было найти каждому свой подход. На сегодняшний день прогресс шагнул настолько далеко, что методы воспитания малышей даже 10 лет назад и сегодня разительно отличаются. В «Белочке» это заметно, что называется, с порога. В детском саду реализовывается несколько экспериментальных программ. Одна из них – работа с одаренными детьми «Белочка Сириус», которая ведется по нескольким направлениям – естественно-научная, спорт, искусство и наука. Дошколята, помимо, так сказать, обязательных предметов, умело осваивают и технические специальности, в их числе и робототехника. Но и это еще не все. Есть программа, тоже утвержденная правительством нашей страны по патриотическому воспитанию. Мы тоже эту задачу в этом году взяли во главу угла, и многие наши группы, практически все группы мы оформили в разных направлениях, но связанных именно с патриотическим воспитанием. Направление декоративно-прикладного искусства. У нас одна группа гжель, одна группа хохлома, есть группа, посвященная городецкой росписи, точно так же группа национальные, башкирские, они оформлены тоже в направлениях различных работы с войлоком, там, с кожей, с шерстью, различные орнаменты национальные и так далее. Мы считаем, что это интересно, важно, а самое главное – это познавательно и полезно. Убедиться в том, хорошо ли деткам в садике, довольно просто. Достаточно лишь зайти в группу и понаблюдать за ребятами. Счастливые лица и беззаботные улыбки. И, как признаются сами дошкольные работники, для них это главная награда. Профессию эту трудная, нелегкая, конечно же, но с другой стороны, с детьми очень интересно работать, потому что это каждый день новизна, каждый день открытие эти дети. Скучать нам никогда не приходится, поэтому, в общем-то, мы не жалеем, что выбрали эту профессию. Нам всегда интересно, мы всегда молоды душой. Система городского образования за годы своей работы насчитывает тысячи работников дошкольного образования, в их числе и ныне работающие, и ветераны педагогического труда. Каждый ребенок находит в них помощника, советчика, учителя. Искренне желаем не утратить доброты своего сердца и вдохновения в работе. Хочется поздравить, конечно, всех дошкольников, всех коллег, всех, кто отдает тепло своих сердец, кто выбрал профессии дошкольного педагога. Хочется поздравить сегодня с праздником. Пожелать в первую очередь всем здоровья, понимания и поддержки от родителей, любви воспитанников, профессиональной гордости и удовлетворения от своего сделанного труда, от своей профессии. Всего самого доброго.
Елена Афанасьева, Екатерина Марчкина, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Условия для развития человека должны быть для всех равными. Это предполагают как законы по правам человека, так и негласные морально-этические ценности общества. И вот в одном из дворов города появились те самые условия, когда все категории граждан довольны рационально распланированному пространству общей придомовой территории. Здесь есть и удобная парковочная зона, и тротуар для прогулок, которому в период осадков не грозят лужи и грязь. Работы по укладке асфальту и установке бордюров по улице Чайковского, 18 и 16/1 произведены в рамках партийного проекта «Единой России. Формирование комфортной городской среды». Завершенный проект был отмечен самым настоящим праздником двора, который организовали коллективы детской художественной школы, колледжа искусств и детского сада «Айгуль». Все реализуется в рамках проекта городской комфортной среды, проекта партии «Единая Россия». Но здесь в основном, конечно, волеизъявление самих граждан и жильцов, которые проживают в этом квартале. То есть это совместное софинансирование этого проекта, определенная часть, скажем, денег, которая вливается за счет сбора денежных средств населения. Ну, вот отрадно, что действительно есть такие горожане, которые сегодня способствуют тому, чтобы привести свой порядок, свою территорию, свой двор. И вот благодаря вот этой работе вот сегодня закончена работа по облагораживанию, по асфальтированию территории этого двора. И вот я думаю, в дальнейшем вот есть замечательная детская площадка, которая тоже, я думаю, есть смысл тоже в дальнейшем провести какие-то ремонтные, реконструктивные работы и сделать, чтобы этот двор был действительно красивым, потому что здесь рядом и детский садик, и вроде бы в центре города. Я думаю, горожане не останутся на стороне. Ну и, конечно же, остальные горожане тоже могут участвовать на этих мероприятиях в этом партийном проекте для того, чтобы привести порядок, чтобы озеленить территорию, облагородить ее и также установить детские площадки в кварталах. Веселые аниматоры развлекали детвору увлекательными играми и состязаниями, в то время как жильцы домов спокойно наслаждались зрелищем, расположившись на тротуарной дорожке. Многие отмечают, что теперь можно спокойно вернуться с работы и не искать свободное место для парковки, и также спокойно отпускать детей для самостоятельных прогулок на велосипедах, самокатах или даже роликах, потому как для каждого занятия теперь есть свое правильное место. За последнее время много произошло изменений. У нас появились прекрасные дороги, у нас появились замечательные лавочки, мусорки, у нас много места для парковки автомобилей появилось. Дети очень рады, я думаю, таким дорогам, потому что это большая возможность для катания на велосипедах, роликах. Я считаю, что двор облагоустраивается. В нашем дворе в этом году постелили новый асфальт, улучшили парковочные места. С этими изменениями у нас появилось очень много детей во дворе. Все катаются, ролики, самокаты, велосипеды. Очень оживленные вечера. Мы очень рады этим изменениям и хотим, чтобы нам еще обновили нашу старую площадку. Следует отметить, что проект формирования комфортной городской среды относится к приоритетным направлениям. Он был утвержден в ноябре 2016 года Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа развития предполагает ежегодную реализацию комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны, а также формирование современной нормативной базы в сфере благоустройства на муниципальном уровне. Целью проекта заявлено комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Согласно правилам предоставления и распределения с федерального бюджета субсидий регионам на поддержку государственных и муниципальных программ по формированию современной городской среды в Сибае в 2018 году предусмотрено более 16 миллионов рублей. Завершение проекта планируется в 2022 году. Екатерина Марчкина, Константин Малейкин, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Сегодня в актовом зале городской администрации состоялся выездной прием граждан по вопросам, касающимся коммунальной и строительной сферы.
Участие во встрече приняли представители советов многоквартирных домов нашего города. Президиум составили заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному управлению и строительному надзору Динар Дияров, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолий Дубовский и первый заместитель главы администрации города Сибай Ильфат Сафин. В ходе заседания присутствующих ознакомились с деятельностью Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, с нововведениями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, затронули отдельные положения законодательства в жилищной сфере. Так, сегодня регистрация жалоб на обслуживание управляющих компаний позволяет производить мониторинг ситуации в сфере коммунальных услуг в целом по региону. Зауралье, согласно данному рейтингу, одна из самых благополучных зон Башкортостана, что само по себе не исключает наличие своего комплекса проблем. РКЦ 5 заявлений поступило, один из крупных управляющих компаний, 5 обращений поступило. По УК ЖКХ 2 управляющие компании и по МУП Сибай Водоканал 1 обращение. То есть всего поступило 8 обращений за 9 месяцев. Это, если сравнить по всей республике, у нас на сегодняшний день поступило порядка 14 300 обращений. 6 обращений, это можно сказать, что по Сибаю практически проблем нету. Это меня, конечно, радует. Но я хочу сказать, что вот с сегодняшнего дня возвращайтесь домой и начинайте писать заявления на свою управляющую компанию. На сегодняшний день сфера управления – это договорные отношения между собственниками и со своей управляющей компанией. И это гражданско-правовой договор с некоторыми или с большими коррективами с учетом жилищного законодательства. То есть для того, чтобы нормально содержать дом и нормально общаться со своей управляющей компанией, должен быть договор управления многоквартирным домом. Выстраивая взаимоотношения с управляющими компаниями, специалисты республиканских ведомств посоветовали опираться на договор управления, разработанный при коллегиальном участии Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, профильных ведомств, инициативных групп гражданского населения и управляющих компаний. Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолий Дубовский напомнил, что подобная договорная форма закрепляет обязательства за обеими сторонами. При этом сомневаться в добропорядочности региональных налогоплательщиков современная практика не позволяет. Деятельность управляющей компании должна быть направлена в первую очередь на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан и политики открытости перед гражданами. Смысл в чем? В том, что и практика сейчас показывает, там, где есть совет, там, где есть люди, заинтересованные в наведении порядка, там и есть порядок. Там и управляющие компании относятся к собственникам уже по-другому. Ведь наша задача стояла в чем? В том, чтобы, во-первых, поднять инициативу и пригласить граждан контролировать свои деньги, а с другой стороны, научить управляющую компанию по-другому относиться к собственникам жилья. Не они хозяева, а хозяева тот, кто платит. В финальной части мероприятия были детально рассмотрены вопросы местного значения. Все обратившиеся жители получили подробные консультации от специалистов и разъяснения от лица представителей местного самоуправления, обещавших взять вопросы на контроль. В ходе встречи было также отмечено, что подобная форма взаимодействия с представителями местного населения позволяет детально выявлять болевые точки в системе ЖКХ и вырабатывать комплексные пути их устранения. Ринат Музафаров, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях в Центре детского творчества состоялся зональный фестиваль «Зауралье» 6-го сезона Башкирской юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. В фестивале приняли участие сборные команды КВН из городов Сибая, Училы, Абзелиловского и Баймакского районов. Среди присоединившихся к нынешнему движению веселых и находчивых есть как новички, так и опытные ребята. К примеру, команда «Кендек» Сибайской гимназии-интерната. Юные КВНщики уже привыкли радовать зрителей своими шутками. Смешить – это целое искусство, и этому можно научиться, уверены школьники. Так они успешно совмещают и учебу, и игры в КВН, активно пополняя копилку дипломами и грамотами. Обычно делаем мы это все очень быстро. Вот. Например, мы только вчера подготовились. Но у нас команда такая, что мы просто-напросто можем все быстро выучить, можем все играть. Мы
наша команда очень артистичная, скажем так. Без этого никак. Но ставки делали, не знаю, брали прошлые шутки, которые до этого ставили, но большинство писали сами. По итогам набранных баллов жюри определило сильнейших. Первое место досталось команде корпорации «Бельмень» из села Старый Сибай, второе место – команде «Кендек» и третье место заняли участники из Учелинского района – команда «Одни девушки». В конце фестиваля победившим командам были вручены памятные подарки. Основными целями и задачами проведения сезонных игр Башкирской юниор-лиги КВН являются популяризация башкирского языка среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, приобщение обучающихся образовательных организаций к национальной молодежной культуре, а также воспитание у участников патриотизма и любви к родине. Мы проводим КВН. КВН, он специфический именно на башкирском языке, на родном Башкортостане. Таких лиг больше нету. У нас она единственная. Также подсистема является юниор-лига. Она уже у нас в этом году открыла 6-й сезон. Играет около 45 команд в каждом сезоне. В общем счетом у нас зрителей в одной игре где-то 300-400 человек. И республика об этих играх в курсе, знает. Основной целью нашей лиги, естественно, является поддержка башкирского языка. Мы шутим на башкирском языке, мы разговариваем на нем, мы редактируемся, и у нас все с этим строго. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Ринат Музафаров, Константин Малейкин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.